Вот это вот, я понимаю, носки. То есть все из Карачаево-Черкесии. Все из Карачаево-Черкесии. Вот здесь сколько поголовья у вас примерно? Вот тут более 2000. Нет холестерина, слышите? Нету. Своими глазами вижу медведя. Здесь одна барашка и тут одна барашка. Держать. Качель — это каждый чей-то родственник. Вот! Нет ничего лучше своего, или вернее, своей еды. Здравствуйте! Вы наверняка были и в Архызе, и на Донбайе, но мы вам сегодня покажем совсем другую республику. Мы сейчас в Карачаево-Черкесии. Это проект «Своя еда» и я, Андрей Даниленко. Ну что, поехали! Здрасте. Здрасте. А это что у вас? Это у нас овчина чуни. Тапочки называется. Овчина Овчина чуни. чуни. Честно скажу, фасончик не мой. А сколько стоит? 300 рублей. 300 рублей. Ну, недорого. Не надо с утра пораньше меня снимать. Мы тут с видеокамерами. У людей спокойный, единственный в неделю рабочий день. Это сюда приезжают один раз в неделю по субботам. А мы тут им нарушаем спокойствие своими видеокамерами и обильным вниманием. Здрасте. Здравствуйте. А это носки ваши? Наши. Это все из шерсти? Конечно. И все овечья шерсть? Ну, да, овечьи. И почем носки? 100 рублей. 100 рублей. Оптовая цена. Вот это да. Все, забираю у вас. Все, спасибо. Спасибо. Приезжайте к нам. Вот это вот, я понимаю, носки. Домашние будут носиться долго и с удовольствием. А вообще-то рынок этот стихийный. Он здесь. Стихийный у нас, он славится у нас. Давайте рассказывайте, чем славится Чем рынок. славится? Мы сами шьем, мы сами вяжем, работаем, рукодельницы у нас. Вот. Да, трудящий Я, народ. видите, вот да. носки купил. Наш рынок славится по России. Работаем честно, качественно. Вот овечьи, что у вас? Вот у нас овечьи. Тапочки. Стелька тапочки мужские, стелька овечья, подкладка овечья, сверху овечья. А это прямо в Черкеске делают? Это в Черкеске делается. Шкура выработанная, хорошо, мягкая. Угу. Подошву покупаем, шкуры покупаем, шьем сами. Но это все местные шкуры? Да, да. То есть все из Все Карачаево-Черкесии? с Карачаево-Черкесии. И народ, который приезжает из других регионов, они с удовольствием берут. Я вот для зимы, мне кажется, прямо С вот... удовольствием берут в Москву, у нас фуры каждую неделю, суббота и четверг, да? Сколько фур отъезжает отсюда? В Москву В Москву влюблено. с На продукцией. садовод. Ну что, мы едем на Кошару. И, как я понимаю, доехать туда можно только на внедорожнике. Я так представляю, что здесь иногда бывает проехать очень тяжело. Поэтому мы сейчас с вами увидим то, что обычный человек никогда не увидит. Так, ну вот это и есть Кошара. Кош, так называемый. Мы, в общем, в горах. Утром было плюс 10, а сейчас уже вот плюс 20. Поэтому я снимаю куртку, потому что тепло. Вот погода здесь насколько может быть контрастная? Ну сколько будет? Минус сколько может? Минус, максимальный минус, ну, 15. 15. Может быть, в горах это уже ближе к Архызу, это уже где они летом пасутся. Вот прям в разгаре лета, там уже до 20, до 25 минус. И
Жарко насколько может быть? Жарко до 30 градусов. А для овец какая погода самая оптимальная? Вот для овец, почему я вот говорю, что летом мы их поднимаем высоко-высоко в горы. Это просто, считайте, мы сейчас Это в мы... станице. Мы в станицу. Мы Они внизу. уже, да, они уже спустились с гор. Вот высоко в горах там и воздух чище, это вы сами знаете, и трава намного лучше. И жары чище. там нет. Конечно, и жары нету. И для них это самые идеальные погодные условия. То есть они жару не любят. Не любят. Они жару не любят и холод особо не любят. А шерсть доходное вообще дело? Шерсть, конечно, доходное дело. У нас, получается, мы и с мяса прибыль имеем, и с шерсти. То есть вы считаете выгоднее выращивать смешанную мясо-шерстную породу? 100%. И вот мы много анализировали, много думали, много смотрели, что как. И рождаемость у них намного чаще получается, чем у карачаевской породы. Я правильно понимаю, это вот кошара. Кошара — это значит место, где они могут спрятаться от Где, погоды. точнее, где мы их прячем от волков, шакалов. Вот вы их в горы ведете, а там волки, шакалы. Там тоже есть кошара, конечно, без этого никак. Вот закрытая, получается, территория, навес, собаки по углам и вот сторожа, которые находятся в данном домике. Расскажу историю, которую я видел лично своими глазами. Так. Это было лет 7 назад. Ага. В горы поехали, в общем, с отцом. И ночью, в общем, начинают собаки у нас. Прямо разорались дико. Обычно они так не лают. Выходим, в общем, с отцом на улицу и вижу, в общем, такую картину. Наш бас, ну вот, огорожен, кошара, и медведь. И вот своими глазами вижу медведя. Он как человек, в общем, на двух лапах стоит. Большой. Здесь, да, здесь одна барашка и тут одна барашка. И начинает, в общем, убегать. Я прям очень сильно испугался. Вот первые ощущения, вот честно признаюсь, сначала испытал страх. Ну, потом уже папа увидел, что папа не боится и прям начинает за ним гнаться там. Он барашка взял с собой. Одного успел захватить. А одного, да, ну у него получается, наверное, у него когти такие страшные. Тот баран, которого он схватил, он не выжил уже после этого. Мы его сразу, зарезали на мясо. А второго утащил. Но после этого не приходил. А корм вы им сами приносите или они выходят пастись? Летом они вообще не нуждаются в корме. Там в горах травы очень много, и трава чистая, а зимой сено. Вот здесь сколько поголовья у вас примерно? Вот тут более 2000. Точно не смогу сказать. Их каждый день пересчитывать. То одного не хватает, то в общем, так точно тяжело посчитать. Это нужно уже всем собраться и по одному выпускать. А так более 2000 голов. Мне вручили важный инструмент. Анзор, что это такое? Этот инструмент предназначен для того, чтобы поймать, посмотреть. Поймать, посмотреть? Да, А у них как часто болят копыта. За ногу хватаешь, можешь попробовать. Вот этой штукой, Да, да? цепляй за ногу, попробуй. Так. А как цеплять-то? Не бойся, не бойся. Вот. Вот примерно таким макаром, только за заднюю ножку. Вот. Во! Вот, научился. Итак, я выясню, что с ним, да? Ну, тут уже подходите, Ага. берете, переворачиваете и смотрите. Может, копыта болит, у них часто такая проблема бывает, у нас местность горная, как видите. Если там обработка нужна, обработали копыта и отправляете дальше. Он пастись. спокойно лежит, знает, что его сейчас обработают. Значит, уже не раз с ним такое было. И он спокойно знает, что все, свободен. Свободен. То есть за недельку из меня можно Сделать прямо самого супер-супер чабана. чабана. Вы считаете, вот если вот их выращивать, вот эту шерсть есть куда сбывать? Ну, то есть это, востребованный продукт? Потому что я так понял, что раньше шерсть пользовалась большим спросом, а сейчас? У нас, в нашей республике, шерсть очень, ее мало. Да. И у нас уже люди вот просто рвутся, бьются за шерсть. Они уже знают, когда мы их стрижем, сколько будет. И это уже, получается, нужно, чтобы каждого не обидеть, каждому выделить по несколько там килограмм.
смотрю, везде вокруг, куда ни пойдешь, лошади тут дикие какие-то, коровы, быки, что-то собаки. Такое ощущение, что попал в сафари животный мир. Это у вас везде такая обстановка? Да, это везде, это у нас просто каждый. Вот, ну, из 100, например, вот 90 человек, каждый занимается. У меня ощущение, у вас население меньше, чем поголовье. Правильно, абсолютно верно вы подметили. Да? Да. То есть поголовье у вас... Вот говорю, вот 90% населения, они занимаются скотоводством, потому что это очень прибыльное, на самом деле, прибыльное дело. А это культурное или это прибыльное? Или это в культуре заложено, что вот, Это, вот у русского человека ему в огород надо обязательно вот полезть, а вот, у вас как? Вот у нас, например, вот это испокон веков уже идет. Вот мы начинали из-за того, что это просто вот, культура у нас такая, вот нужно держать. А потом сели в один день и подумали, вот зачем мы просто держим, тратимся на сено, почему бы не развести их? И выбрать другую какую-нибудь породу, хорошую, которая легко приспособится к нашим условиям. И вот, получается, мясошерстную выбрали. И 1-2 года и уже там почувствовали, какая прибыль, понравилось, в общем, и будем развивать дальше. Я слышал у многих, что нет, овцеводство невыгодно, неинтересно, вот сейчас более модно там говядиной заниматься и так далее. Вот ваше мнение. Вот я занимался и говядиной, и бараниной. Вот на данный момент, вот на сегодняшний день, я полностью распродаю весь свой крупнорогатый скот. И полностью все внимание уделяю овцам. Вот это у нас получается раскол для овец. Вот желательно каждый день нужно пересчитывать поголовье, чтобы знать. На всякий случай? Конечно. Вот мало ли там, когда паслись, там, человек, который присматривал, уснул, а там шакалик или волк какой-нибудь пришел, загрыз. И они вот проходят через вот это, вы прямо их считаете? Человек стоит здесь, где они заходят, и на выходе. Они каждый считает для себя, потом они сверяют. Если совпадает, значит все хорошо. Если не совпадает, вечером снова считается. В общем, таким образом у нас и укрепляется, в общем, наша математика. Здрасте. Здравствуйте. Андрей. Рамазан, очень приятно. Очень приятно. С приездом вас. Конечно. Спасибо. Места наши вам нравятся или как? Очень красиво. Очень красиво, Очень да? красиво. Сейчас все понравится. Все вам покажем, все расскажем. В дороге, я так понимаю, только на внедорожнике можно сюда доехать. Конечно, да. Вы возглавляете местный Аккор. Да. А входит в Аккор вот фермеры чем занимаются? Основной деятельность овцеводства. А так и молоко производим частично. И крыс выращиваем тоже мясной породы. И земледелием тоже занимаемся. Земледелием тоже частично. А земледелие какое? Что у вас? Ну, в основном сеем кукурузу. Редко подсолнечник. Ну, конечно, пшеницу, овес для лошадей. То есть земля у вас, получается, вся используется, даже холмы, Используется. горы. Вот у нас даже клочок земли, он чем-то занят. И люди заняты И работой. люди заняты, да. Слушайте, какая красота у вас тут. Да. А вы-то хоть как-то к этому... Или вы уже привыкли, просто что, привыкли, так, да, мы- что так красиво? Мы привыкли, как-то это, нельзя так сказать, что не ценим, как-то не ощущаем. Фантастически красивый вид, конечно, здесь. А вот что вы считаете, вот самое главное, чтобы сделать привлекательным, чтобы люди на землю возвращались? Что для этого нужно? И земледелие, что Да. и овцеводство, и скотоводство, во-первых, это должен быть упорный труд для начала, да? А потом после год, два, три упорного труда, и тогда уже вот все за этим пошло. Оправдывается твой труд, и все окупается, и все. Так что вот сегодня стал фермером, а завтра посыпались деньги, такого нету пока. Я вот смотрю, лошади это у вас нормальный как бы транспорт здесь. Это для пастухов самый удобный, самый надежный транспорт.
А порода лошадей какая? Карачаевская порода. Да? Это одна из самых выносливых пород вообще в мире. Крепкие они, Крепкие, да? конечно. На таких лошадях Эльбрус и Эверест покорялся. У вас тут много национальностей, да, живет в 5 Карачаево-Черкесии? национальностей у нас. 5. И у всех баранина присутствует как национальное блюдо. У нас в Карачаево-Черкесской республике баранин это самый-самый ценный продукт. Я уже говорил, это прям тоже как культура, можно сказать. И кушать баранину. И это нам принесли. Выглядит как очень опасный инструмент. Вот давайте сейчас откроем. Но, очевидно, в нынешние времена так не стригут. Уже нет, уже мы приобрели машинки. Вот наши отцы-деды так, в общем, стригли Вот так овец. стригли. Да. Это надо мастерство иметь. Вот это Хасан, потомственный животновод. Очень приятно. Один из лучших фермеров нашего района. Но у вас карачаевская порода. Ну, есть там несколько голов. Нет, ну это приблудные Так, такие, а в основном карачаевская порода, да. Да, основная масса карачаевская порода. А что значит приблудные? Белую овечку мы почему из-за шерсти ее держим. Из-за шерсти, да. Из-за шерсти. Мы вяжем там носки, вот, кто на точке находится, свитера, Андрей. А почему больше всего у вас именно карачаевцев, а не смешанных мясошерстных? Зачем нам другие? Это самый экологически чистый мясо, карачаевская порода. Без холестерина, без ничего. Да. Вообще нет холестерина. У Минимальный кого вообще. давление поднимается? Нет холестерина, Нету, слышите? нету. У карачаевской породы просто ее Нету. нету. И вот Нету. наша И местность... советую всем кушать его. Разводить. Слышали? Хасан сказал, всем кушать карачаевскую породу. У нас вот на сегодняшний день где-то 1 130 000 овец. 1 130 000. Где-то овец, да, приблизительно. Так куда вы продаете? Почему до Москвы не доезжает ваше мясо? Я не знаю, по-моему, даже в Подмосковье наши фермеры там тоже держат точки. Не доезжает. Специальные магазины. Почему там. не доезжает? Вот заходишь в магазин, новозеландская. Значит, вот, ну, перекупщики наши, может, наше мясо выдают за новозеландское, я не знаю. Но вы вот сами куда продаете? Вот к вам приезжают, где Ко вы? мне, например, приезжают из Чеченской республики, из Кабардино-Балкарии приезжают. Приезжают оптовики, берут. Когда мне надо, позвонил. Иран у нас много вывез. Иран вывозил. Собирает. Да, года 3 вот брали. Почему везде карачаевская порода вот признана? Почему ее, ну я так понимаю, по всему Северному Кавказу карачаевская Это порода? во Франции Она- даже ценится. Карачаевская порода овец во Франции деликатесом считается. В ресторанах, кафе только карачаевская порода овец, мясо карачаевской породы. Но она вроде не так много Это- набирает веса. Ну, это с одной стороны, Андрей, так, а с другой стороны, вот каждый из нас фермер хочет прибыль получить. Меньше расходов, больше прибыли. А карачаевская, она на подножном корму, она как бы выживает. То есть в любых условиях выпустил, Вот по этим, по горам, по долам у нас здесь... и вот они там гуляют. Вот так они, вот, например, Под снегом они находят. они под снегом находят. Ну что, будем стричь? Будем. Кого стрижем? Вот у нас там овца уже готова. Да? Вот поймать только ее надо. Ну, Уже- я сразу предупреждаю, что на самом деле сейчас овец не стригут. Это просто специально для нас. В виде большого-большого исключения мы пострижем барашек, чтобы просто увидели, как это делается. Ваш посох. Кого стричь? Вот. Овца. Вот это на шашлык? Ага. Все? Все? О, научился. Отлично. Так, и как стригут? Взял, пошел дальше. Так положил ногу на столе. Взял, пошел. Это волшок, да?
Ну-ка, вы держите его. Держу. Вот так вот он делает. Вот так вот. Чтобы резко сжимать. Сколько нужно времени, чтобы научиться это делать? Это За один день можно? спокойно. Да? Спокойно. За один Просто день. прием надо знать и все. Его Прием. держать. Просто его приемы надо Да, знать. прием надо знать. Каждому. Так, держать. И Чтобы он не шевелился, нормально лежал. я вам скажу, что это колоссальный труд, и руки реально устают. Во всех отношениях осваиваю овцеводство. А как же без того, чтобы ездить на лошади, да еще на хорошей карачаевской. Поехали. Какая здесь красота, какой воздух. Если бы вы могли почувствовать, какой чистейший горный воздух дышится, это просто вот описать невозможно. И я хочу, чтобы вы все увидели вот за мной, какая красота. Вот я ехал с Рамазаном, говорю, смотришь на это, и сразу вкусно, есть хочется, прямо очень хочется есть, когда это видишь. Вот я правильно понимаю, что карачаевская порода считается курдючным? Курдючная, да, вот. А вот что значит курдючная? Это вот объясните. Вот это такой, как сказать, ценный жир там вот. Все как бы питательное там у них курдюки это. То есть сзади у них типа Курдюк, хвоста, да. но это Да. мешок, Мешок, да, жира, можно так сказать, да. который они копят на случай, если... На случай все, да. То есть если, не дай бог, с пропитанием сложности или еще Они что-то. оттуда вот, типа вот верблюда горбы есть же, когда он, ну, и они тоже такое. А вот курдюк, например, да, с него можно жарить и картошку. Даже вот слух пошел, вот когда коронавирус только пошел, коронавирус, говорит, жира боится. Все перешли на курдючный барашек. Резали, кушали, как-то сейчас. Помогло? Но помогло или нет? Помогло, конечно. Внешне, вот как легко можно узнать карачаевскую породу? Вот по внешнему виду. Вот что Внешне. самое характерное? Самое характерное, вот черный цвет, и вот курдюк, все. Курдюк эти. И рожки, да. Мордочка у них всех одинаково симпатичная. Даже у них на барана не похожая. Да. Да. Они все симпатичны. Все симпатичные. Профильные горбоносы, приятный профиль у них, короче. Красивые. Что Ну, с профиль, что спереди. То есть как что... карачаевцы красивые люди, так и вот карачаевская порода красивая. Да, можно сказать так. Мне кажется, что любой человек, который заказывает себе мясо, должен сначала представить, где это мясо выращивают. Да. И видеть вот эту вот атмосферу, вот это вот дух, вот этот запах. Вот после вот этого пейзажа я не захочу никакого другого мяса, чем карачаевского, потому что вот... Казан, я правильно понимаю? Правильно. Это что, для чего и как это вообще обычно происходит? Это у нас самое стандартное, самое такое любимое блюдо. Варим мясо барашки. Тут не нужно ждать до кипячения воды. В общем, наполнили казан водой, сразу же можно уже наполнять мясом. Вот смотрите, крышечку убираем в сторону. Я вам скажу, аромат здесь, ну, правда, от костра жарит, будь здоров. Это вот разные куски баранины, правильно Вот, я понимаю? размеры вот примерно, чтобы каждому человеку по кусочку примерно так рассчитывается порция. И жира, чтобы было. И, ну, кто любит жиром, кто любит просто черное мясо, это уже на любителя. Угу. И можно потихонечку опускать воду. Потихонечку забрасываем Ну, мясо. так. И сколько оно варится примерно должно? Где-то около часа. Следующий этап у нас соль. Заложили. Соль уже на вкус. Его желательно добавить меньше. Угу. Почему? Потому что Чтоб при потом- пересолении
Весь казан у нас уже получается. Ну, в принципе, вода, мясо и соль. И соль. Все, больше ничего И не больше. Желательно лучок еще. Это же, можно сказать, национальное блюдо. Это вот самое, что есть у карачаевцев. Я не знаю, больше есть еще какое-то национальное блюдо, но это точно наше блюдо. Вот именно отварить. Не сколько шашлык, сколько вот именно отварная. Конечно, баранина. вот именно отварная. Ну все, что? перемешка уже все. Теперь просто закрываем крышку и ждем. Ну, пока у нас все готовится, у меня еще есть вопросы. Вот, во-первых, баранина. Куда вы ее продаете? Вообще, куда она уходит? Вот вы сами забиваете или вы живыми их продаете, и там кто-то другой их забивает? Вот насчет баранины, это больше всего зависит от заказчика. У нас в большинстве случаев мы их сами режем, тушки готовим, в общем. И люди приезжают, забирают. В основном ее у нас забирают по оптовой цене и уже продают на базарах. Ну, в среднем, можете сказать, сколько килограмм мяса стоит, если у вас покупать? Или вот вы живого барана, если продаете, он сколько идет живым весом? Живым весом овцы у нас от 10 тысяч. Это уже от 3 годов и выше, которые овцы, матки. 10 тысяч? От 10 и выше. Уже. За одну голову? За одну голову. Если на мясо, то это, смотря тоже кому. Если заказ большой, можно по рублей 300-350 уже продавать. Хорошо. А на базарах он уже там 450-500, примерно так. 450-500 рублей, да, за килограмм. За килограмм. Это просто сырое мясо. А шашлык хоть дороже. Хорошо. Сколько килограмм весит вот одна голова примерно? Про годовалого расскажу. Мясо, живой вес где-то 60-65 килограмм получается. И процентов 50 это чистое мясо. То есть одна голова 50-60 килограмм. Стоимость, около 10 тысяч. И выход мяса получится с килограмм 25-30. 25-30 с одной головы. С одной головы. Оценится парное мясо, свежезабитое или наоборот выдержанное, чтобы оно отвисело, чтобы созрело. Вот что ценится больше всего? Мясо, самое вкусное мясо, это вот порезали барашку, тушку оставить на сутки. Просто должна где-то под навесом тушка повисеть. Она отмокает полностью, и уже можно полностью его либо на шлюб, либо на шашлык, и вкус намного приятнее, и мясо мягче становится. Вот вы постоянно едите баранину. Мне кажется, если бы я ел постоянно баранину, мне бы было тяжело, желудку было бы тяжело. Вот вы с какими другими продуктами сочетаете? Что спасает, чтобы не было тяжело в усвоении вот такого количества мяса? Первое спасение, это, конечно, айран. После того, как наелись, стаканчик айрана, а желательно можно из айрана сделать еще сусап, так называемый. Это что такое сусап? Сусап, это айран, в него можно добавить воду, процентов 30 вода, 70% айран. Либо же можно вместо воды нарзаном. Это прям очень хорошо, говорят, помогает пищеварению. То есть айран и минеральную воду туда Минеральную воду, да. У нас тут есть свои источники нарзанов разные. Вот самый настоящий нарзан набираем, с айранчиком перемешиваем, и все, можно смело наедаться мясо. Я почему приехал сюда к вам? Потому что я считаю, что одна из больших проблем, что большая часть людей в России, кроме своей маленькой территории, особо нигде не бывает. Так складывается. Да. Никуда не ездит, ничего не видит. Вот что бы вы сказали всем, кто сейчас смотрит, но не были еще у вас в Карачаево-Черкесии. Вот что бы вы им сказали про Карачаево-Черкесию, про еду из Карачаево-Черкесии? Как бы вы просто по-человечески, что бы сказать? Что бы сказать? Когда говоришь, Андрей, никто не видит. Нам хотелось сказать, что они приехали, посмотрели, увидели, удостоверились бы, и все было по-другому. Вы приехали, увидели. Вот наш корм подножный, вот скот, вот народ наш. Понимаете? При желании можно нормально жить. Может, и жировать не будешь, но голодным тоже не будешь, понимаешь? И семью. А есть такие люди, которые нету работы, заводы позакрывались, фабрик нету, все раз гнали. Есть довольные, есть недовольные. Зачем на это смотреть? Ты займись чем-то, и дело это всегда принесет плоды. Вывод-то какой? Приезжайте в Карачаево-Черкесию. Передадим весь опыт, поможем, научим, расскажем. Который человек будет заинтересован, это все возьмет. Мы ехали в машине с Рамазаном, и
рассуждали о многонациональной республике, о том, что все живут дружно. И мне очень понравилось, вы сказали, как расшифровывается КЧР. Мне очень хочется, чтобы вы всей стране сказали, как расшифровывается КЧР. Ну, это, конечно, шутка, Андрей. КЧР – это каждый чей-то родственник. Вот! Мы друг друга вообще знаем, друг друга Я считаю, поддерживаем. нас во всей стране каждый Друг чей-то друга родственник. уважаем, друг другу помогаем. Так что у нас одна большая дружная семья, многонациональная. Вот так вот. Именно. Мы и живем, и будем жить. А нам по-другому нельзя. Вот, например, я не знаю, может, мои еще сыновья не женаты есть. Кто на Черкешенке женат, кто на Нагайке. Или Нагаец взял Карачаев. Мы вот так все повязаны. Помесь такая. Да, мы все повязаны, да. Так что нам выбирать Мы нет смысла. все Мы с вами. большая, дружная одна семья. Большая, дружная и счастливая семья. И вот Да. на этом фоне видно большую, дружную семью. Бараны, овцы, козочек я видел, быков, коров, Даже вот этот козел к нам подходил Вон. как-то. козел. В общем, все у нас тут собрались. И вот, наконец-то, самая любимая часть. Что? Рассказывайте, что мы дегустируем. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему этот кусок лежит отдельно от остальных. Задаюсь. Это самый ценный кусок мяса вот, баранины. Отварная лопатка, если по-русски. Это у нас обычно за столом дают тамаде. А если не по-русски, то как это называется? Джао-орун. Джаор. Джао-орун. Вот так. Джаор. Это звучит на карачайском языке. Вот так. Это для тамады. В данном случае это для вас. Тамады. Так как вы наш гость, гостей мы очень любим и ценим. А почему это мясо считается самым ценным? Откуда история этого отношения к этому мясу как к самому ценному? Это Почему? больше всего как обычай идет. Он не из-за того, что он вкуснее. С жирочком. А это, если не секрет, это какое? Мясо шерстное или это карачаевское? Нет, это вот мясо шерстное, это вот который мы стригли. Вот примерно такого возраста. Такого. барашка. Это не тот, которого мы стригли, чтобы было всем понятно. Тот, которого я стриг, он пока еще Пока еще живой. пока еще живой. Ну, что скажешь насчет узлука? Мясо очень вкусное, но я должен... Вот этот соус, Да. рассказывайте, что это за соус? Это вот айран, тут соль, перец и Айран? чесночок. Должна А быть он удивительная с смесь. кислиночкой, такой приятный, молочно-кислый, и чувствуется немножко, чуть-чуть чесночок, да, Чесночок. Прямо он, притом послевкусие чесночка. Вот ты его сначала не ощущаешь, во рту растворяется этот айран, а потом остается такое нежное послевкусие чесночка. И я чувствую, что мне чего-то в данный момент не хватает. Я думаю, самый подходящий момент для того, чтобы все это запить шулюмом. Шулюмом. Заносят в студию шулюм. Это вот бульон, по факту, да, получается? Бульон, в котором мы сварили вот это мясо. Его ни в коем случае нельзя выливать. А можно я, ну ни в коем случае нельзя. А можно я вот еще, мне прямо, он смотрит на меня, этот кусочек, и говорит, я хочу к тебе. А без соуса не так будет, надо будет... Ну, попробуйте без соуса тоже. Мне кажется, с соусом намного приятнее. Но с соусом очень вкусно. И судя по тому, как на меня смотрит оператор, я чувствую, что мне удается донести ощущение этого вкуса. И запиваем мы Запиваем шлюмом. шулюмом. Я скажу, что я бы мог вот этот шулюм с хлебом, и, наверное, больше ничего и не надо. Это достаточно питательный такой. Вы про нашу легенду тоже не забудьте, попробуйте как-нибудь. И расскажете вы. Расскажите про эту легенду. Я хочу
чтобы все услышали эту легенду. Ну, если честно, у нас к алкоголю не так хорошо относятся. Это запрещено у нас. Но есть такие... Приезжие типа меня, чужие люди, да. Вот, ну, у нас друзей полно ж по всей России. Вот приезжают, человек хочет выпить. Перед тем, как употреблять самогон, спиртное, в общем, они запивают сначала шлюм. То есть, один стаканчик. то есть мне надо сегодня побольше шулюма выпить. Да, я думаю, от количества столько не зависит много. Одного Главное, стакана будет достаточно. И минут 5 подождать, чтобы это все там застыло внутри. Жирок вот Жирок, этот, да. вот этот вот. Говорят, он этот жирок как-то Прокладкой вот выступает. тонким слоем как-то закрывает желудок, вот что-то такое. Я верю в это. Как я понял, Рамазан, этот барашек еще утром бегал. Да. И я так понял, что самый вкусный считается барашек. Это тот, который вот молодой и До года. до года. И вот лучше вот свежий-свежий, да? Свежий, да. То есть это самое ценится. Самый ценный. Вот я часто слышал наоборот, что лучше выдержанное мясо, чтобы оно отвиселось. А почему считается, что лучше? Вот я не знаю, видимо, это как бы природа создана, да? Когда он в собственном соку, сочнее и слаще, вкуснее нету. Вот А когда высыхает, все там пропадает, Андрей. все пропадает. Всё Вот, пропадает. вот я вам скажу, Вот такого аромата там высохшего мяса аромат нет, да. вот пахнет, вот я честно скажу, вот новозеландскую баранину она не пахнет, у нее не нет запаха, а вот это вот прямо вот Это все естественное. совершенно другой аромат. Вот Это все естественное. нет ничего лучше своего, или вернее своей еды, Еды. которую делаете сами. Сами, натуральная, естественная. Вот поэтому у нас и долгожителей много. Я вам должен сказать, что это фантастически вкусное мясо с ярким ароматом, нежное, сочное, Да. не соленое, но при этом ощущение, Еще не, да. что солен. Я такого вкусного мяса не ел. Вот такой баранины вкусной я... Вот, Андрей, почаще приезжайте к нам. Мы гостей любим. Так что Это всегда будем рады. необычайно Да. вкусно. И я всем рекомендую, не делайте выводов, пока сами не посмотрели и сами не попробовали. Да. Вот я ехал сюда и думал про себя, не буду принимать никаких решений, пока сам не попробую. удостоверюсь, да? Да, не попробую Правильно. и не увижу. Вот увидел, попробовал, и я вам должен сказать, что это незабываемые Все настоящее, правильно. впечатления и эмоции. Вкусная своя еда. Дорогие мои, именно поэтому я запустил этот проект, потому что я верю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. У меня сегодня столько эмоций, столько впечатлений и еще столько всего впереди. Я обязательно сюда вернусь. Это был очередной выпуск программы «Своя еда». Я Андрей Даниленко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!